В 2021 году в марте месяце в Соколовском районе мальчик, на тот момент 10-летний мальчик, был подвергнут сексуальному насилию со стороны ребят 18 и 14 лет. И родители обратились в правоохранительные органы, и долгое время Соколовское ОВД оно прекращало это уголовное дело, и впоследствии больше года удалось перевести это дело в ГУВД, и ГУВД расследовало, и сейчас это дело находится на стадии суда. У нас назначен судья Соколовского района Боронбаев, и уже прошло несколько процессов, и буквально нам остались прения и последний свидетель, в принципе. На сегодняшний день судебное разбирательство рассматривается таким образом, что мы заявляли ходатайство об изменении меры пресечения, он сейчас находится под подпиской о невыезде, хотя обвиняется в таких тяжких преступлениях, это 165-я статья «Развратные действия в отношении ребенка» и 180-я статья, часть 3, то есть вовлечение несовершеннолетнего ребенка в тяжкое преступление. А у нас только один обвиняемый, второму обвиняемому на момент совершения не оказалось без 3 месяцев 14 лет, поэтому он ушел от уголовной ответственности. Но старший совершеннолетний 18-летний парень, он несет ответственность, и как раз-таки дело рассматривается. И вот меру пресечения отказали нам, то есть на следствии была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, суд сохранил. Мы говорим о том, что он может сбежать, во-первых. Во-вторых, он обвиняется в тяжком преступлении, почему вы не изменяете меру пресечения. Но суд посчитал, что нет необходимости менять меру пресечения. И у нас осталось примерно где-то 2 процесса, и после этого процесса, 11 марта, я понимаю, что Соколовский суд идет к тому, чтобы применить пробацию в отношении этого обвиняемого. Почему я делаю такие выводы? Потому что все судебное разбирательство, оно к этому, знаете, так латентно подводится. Потому что то, что он отказал в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, то, что изначально была подписка о невыезде, то, что на сегодняшний день очень быстро сейчас судебный процесс рассматривается, и то, что они говорят, никуда этот человек не сбежит, ничего не будет. И в итоге я понимаю, что да, действительно, совершение преступления было в 2021 году. Мы знаем, что последний действующий кодекс был в 20 декабре 2021 года принят, и как раз-таки его действия подпадают под юрисдикцию кодекса, изданного в 2017 году, но принятого в 2019. В итоге и под то законодательство, и под это законодательство кодекса он подпадает под пробационный надзор. И я не удивлюсь, если Соколовский районный суд вынесет в отношении этого обвиняемого пробационный надзор, и очень переживаю за это, потому что мы видели практику, и по делу Асель Ногубаевой, по статье изнасилования тоже был пробационный режим принят. Это, мягко говоря, просто условно-досрочное освобождение, или просто, как мы говорим, условно осудили, как в народе просто говорят, в таком понимании, потому что человек ни день, даже один день не отбыл в местах заключения под стражей, хотя обвиняется в насильственном преступлении, и, по сути, он должен быть изолирован от общества. Последний закон, который сейчас был принят, о том, что по таким категориям преступлений не будет применяться пробационный режим, он не подпадает, потому что событие преступления, оно совершено в 2021 году, и у многих людей, оказывается, складывается впечатление, же пробацию убрали же по таким категориям преступлений, что нет, а у нас же закон обратной силы не имеет. И у суда сейчас остается возможность применить. Я очень надеюсь, что они не будут применять, но не удивлюсь, если пробационный режим, пробационный надзор будет применен в отношении этого обвиняемого, потому что все к этому ведется, и мы очень встревожены с этой ситуацией, поэтому считаем, что необходимо обратить на это внимание, потому что это дело было изначально под контролем, и общественность очень следит за этим делом, потому что это такой вопиющий случай, когда семья не могла найти правду в этой истории, потому что было 8 прекращений уголовного дела, и 8 раз оно возобновлялось. И это все происходило из-за того, что просто после того, как с ребенком это произошло, он не рассказал об этой истории родителям своевременно, а рассказал через 3 месяца. Представляете? И, конечно, все раны, все последствия на экспертизе судебно-медицинские, они не подтвердились. И для следствия это было очень удобно говорить о том, что, извините, никакого насилия в отношении ребенка не было.
И поэтому доказать это преступление было очень сложно и самому следствию. И только психолого-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что ребенок, во-первых, не врет, во-вторых, ребенок, даже если прошло столько много времени, 3 года, да, ребенок перерассказывает эту историю в таком же страхе, как он испытывал это в тот момент. Да. И здесь под таким чутким разбирательством психологов-психиатров в экспертизе удалось подтвердить вероятность того, что эта история с ним была, и плюс свидетели, которые дают показания о том, что действительно ребенок вот так сказал, да, он вот так вот говорил, произошло, и то, что та сторона обвиняемых признала своевременно, когда, то есть родители же пришли к родителям его обвиняемых и сказали, это что такое, что ребенок с вами сделал, с моим ребенком, да, ваш. И тогда они признали, извинились, а сейчас они говорят, ничего не было, да, то есть докажи. И, конечно, для следствия было удобно 8 раз прекращать эту историю. Но сейчас идет судебное разбирательство, и мы очень надеемся на справедливое решение Сокулукского районного суда и судьи Бурамбаева, потому что, если это будет пробационный надзор в отношении обвиняемого, тогда, не знаю, грош цена нашему правосудию.